Здравствуйте! Тема сегодняшнего видео – борщевик и как с ним бороться. На календаре у нас 30 июня 2022 года. И на данный момент мы находимся, так сказать, в эпицентре борщевичного этого царства. Вот. Вокруг это сочные, пышные растения, ядовитые, никому оно нафиг не нужное. И как мы видим, вокруг его очень и очень много. Вот там. И пошло-поехало. А здесь вот за этим оврагом, находится мой дачный участок, на который тоже прилетели уже где-то лет, наверное, 15-20 назад семена борщевика. То есть мой дачный участок следующий получается. До этого еще один участок, сначала туда и через него уже ко мне. После меня идет опять овраг, и дальше уже идет сама деревня Покча, на территории которой уже местами тоже прорастает борщевик, потому что он размножается очень быстро. У него вырастает он, во-первых, очень высоких размеров, и соцветия у них ветром цветы уносит очень-очень далеко семена. И получается, где-то куда-то что-то упало, растет и дальше пошло-поехало. Как могу я борюсь с этим борщевиком? Сейчас мы вернемся, я коротко покажу, как я это делаю. Ну давайте сначала немного истории. В годы бурной совхозной деятельности здесь, на этом участке, был высажен борщевик Сосновского. По природе, конечно же, у нас на севере его не было. И не знаю, специально выбрано это место так или случайно. Но дело в том, что вот слева овраг, справа овраг. Там идут ручьи. И растут вот высокие ели. Как бы, может быть, это было продумано, чтобы борщевик, то есть семена борщевика, не улетали дальше. Это во-первых. Во-вторых, в годы совхозной деятельности до семян дело не доходило, потому что по мере возрастания вот борщевика, скажем, в это время уже его скашивали, перемельчали и кормили коровам, быкам там. Хотя не знаю, чем это мотивировалось, потому что молоко, которое дает корова, поевшая вот этого борщевика, пить невозможно. Оно просто пахнет не знаю чем, отдает вот этим борщевиком. Оно очень на вкус очень невкусное. Не знаю, кто его сюда завез, но это по-любому вредители. Но дело сделано. Борщевик высадили. Совхозы развалились. Ну а борщевик все цветет и пахнет. Он разросся не только у нас здесь в селе. Он растет у нас по всей республике, а также в соседних районах, в Кировской там области. Ну, в общем, по всей России по-любому он, наверное, произрастает. И многие, конечно, с ним борются. Здесь, как я вижу, борьбы никакой нет, потому что борщевик растет, цветет и пахнет. После того, как развалился совхоз, территорию это выдали частникам. То есть здесь сажали картошку, здесь плодородная земля, песчаный чернозем. Ну, один за другим отказались. Может быть, из-за того же борщевика. В итоге вот один единственный участок картофельный остался. И борщевик растет, можно сказать, не контролируется. Вот прошлогодний ствол. Вот он какой толщины получается. Вот он вырастает просто здоровенный. Сок борщевика очень опасный. И это растение, где оно растет, то есть убивает рядом растущие растения, остается только борщевик и ничего больше. Сок ядовитый, я сам лично обжигался уже не раз. Так вот, в принципе, бороться с ним можно. В наше время есть очень много всяких химикатов. Да, по крайней мере, если его вовремя скашивать, то через корневую систему он расти будет, но семена уже разлетаться по всей территории не будет. Вот такой вот участок. В принципе, у нас в деревне еще там пару участков есть, пару очагов, куда, не знаю, случайно или специально
попали семена и растет. И потихонечку разрастается. Так вот, если дальше вот здесь идет уже возле кустов асфальтовая дорога, за ним идут заброшенные совхозные поля. Так вот, там борщевика пока еще нет. Но если ветер дунет в ту сторону, семена унесет в ту сторону, и пойдет, это все заброшенные поля зарастут борщевиком. Также вот за этим лесом находятся также заброшенные поля. Дальше идут дорога на заброшенные луга. И там все будет прорастать борщевиком. Ну, в общем, если не принимать меры, в скором времени это все зарастет. Вот будет вот такая картина. Как мы здесь видим, кроме борщевика уже ничего не растет. Вот он цветет и пахнет. Ему хватает и сил, и солнца, и всего. Другим растениям уже здесь делать нечего. Как-то вот такая вот беда. Посадили его как бы для хорошего, а получилось совсем наоборот. Слышал, многие области, районы принимают меры уже по борьбе с борщевиком. Частников даже штрафуют, кто не убирает на своих участках. У нас пока никаких движений нет. Вон видно, заходили, видать, коровы. Коровы едят, это растение едят. Правда, это молоко после них пить, повторюсь, невозможно. Вот такой вот участочек. В принципе, он еще небольшой. И бороться с ним пока еще можно. Ну а теперь пойдем посмотрим, как это делаю я на своем личном участке. Если бы каждый хозяин делал на своем участке так же, я так думаю, тему борщевика можно было закрыть раз и навсегда. Хотя бы именно в нашем селе. Пойдемте глянем, что творится у нас на участке. Итак, вот мы и находимся на моем участке. И вот смотрите, это мой участок, он расположен на берегу реки Печора. Здесь вот мой участок, а здесь вот соседний. Как мы видим, соседи, которые территория до забора скошена, а за забором у нас лес дремучий с борщевика. Вот дальше тут овраг, про который я говорил. За оврагом находится эпицентр борщевичного царства. Вон, даже видно, вот стоит борщевик прошлогодний, семена вот стоит. Дальше там вот видно, да, за забором засохший борщевик, дерево борщевика, метра, наверное, 2,5 ростом, с огромным зонтиком полных семян борщевика. И здесь его растет очень и очень много. Как мы видим, здесь вот я скосил где-то около недели назад. Вот мы видим, трава не растет еще, трава не успела вырасти. А борщевик уже опять вырос сантиметров на 30. Самое интересное, скашиваю по не меньше 3 раз в год. И в конце концов, по осени, он вот такого роста маленького, все равно он сам маленький, а распускает вот этот зонтик, если его не скашивать. Но уже он хоть ветром, семена разноситься не будут. Хотя бы вот этот метод борьбы, хотя бы просто скашивание раза 3 в год, это уже хорошо. Хоть не будет разноситься по всей территории. Пойдем посмотрим. Здесь как бы, на этой границе дальше борщевик не идет. То есть я его дальше туда не пускаю. За моим домом, за моим участком опять же идет овраг. Хотя за овраг, видать, уже с того оврага, с того эпицентра уже как-то ветром семена все-таки попали в землю. Борщевик уже за оврагом растет. И если его никто оттуда убирать, уничтожать не будет, он разрастется по всей территории деревни. Но у меня вот его здесь осталось совсем немного, чем я только его не выводил уже. И солярой, и бензином. Вот, скашиваю, убираю, а он все растет и растет. Но осталась вот совсем небольшая кучка. Здесь я его почти уже уничтожил. Ну а здесь вон, смотрите, что творится рядом.
за забором. Раньше территория огорожена была до елок, потом они это убрали. И здесь вроде бы это не чья территория, а вот борщевик растет, цветет и пахнет. Когда, если его не скосят, конечно же, я потом все это, когда начнутся уже соцветия, скошу, чтобы не было такого, чтобы семена улетали дальше. В общем, боремся как можем. И на этот год, не знаю, попробую, вот, приобрел в магазине вот такой препарат. Борщевик Off. Бинарный препарат от борщевика. Попробуем этот яд. Если он сработает, будет хорошо. Значит, и дальше будем бороться этим препаратом. В общем, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Ожоги борщевика получаю, лично я получал страшные ожоги. Они очень долго зарастают. Не просто поверхность кожи, все тело у меня было обожжено, а вплоть до жировой ткани это все, как кожа становится как кирзовый сапог вообще. Очень болезненно, это недели 3, все долго заживает. А когда еще, если после сока борщевика попал на солнце, это вообще страшное дело. Как-то вот так. Ну что, разбавляем яд по инструкции. И мы начнем поить это ядовитое растение противоядием. Погнали, сделаем растворчик и будем уничтожать эту гадость. Выводить эту гадость. Итак, у нас приготовлено 10 литров пенного напитка. И сейчас мы этим пенным будем угощать наш борщевик. В инструкции написано, чтобы, говорит, жидкость попала на листья, на соцветия. Я так думаю, это уйдет очень много раствора. Не накупишься. В общем, я решил сделать немного по-своему. Не знаю, правильно я это делаю или неправильно. В общем, вот у нас выросло свежий борщевик. Просто вот здесь вот корневая система. И вот так вот его просто убираю. Получается вот так вот. Здесь вот корни. Вот корни. И вот прямо понемножку будем угощать вот этим пенным напитком прямо корневую систему. Вот так раз. Я так думаю, хуже от этого не будет. В общем, сначала так, потому что у нас вон корней очень и очень много. Ну а потом, если немножко жидкости останется, я им добавлю. Вот это лучше руками не брать. Очень опасное растение. Сок борщевика, как кислота, прожигает сразу. Так, если не сажать его в землю, оно, конечно же, засохнет. Но, я говорю, лучше руками не брать. Вот, одел перчатки. И теперь вот так вот. Потихонечку, также шаг за шагом будем уничтожать эту гадость. Скопаем и польем прямо здесь вот. И так вот, таким макаром потихоньку будем выкапывать и поливать. Как-то вот так вот мы, друзья, боремся с борщевиком. Как-нибудь на канале я, друзья, обязательно сделаю включение и покажу результаты нашего эксперимента. Посмотрим, действует яд на это ядовитое растение, или это все чепуха, и будем искать другие способы, чтобы искоренить эту гадость. А в завершении я хочу сказать, друзья, давайте бороться с этой бедой вместе. Потому что то, что я здесь один борюсь с этим борщевиком, как бы
это ничего не значит. Потому что если в округе борщевик растет, он дальше расползается. И он будет везде в скором времени. Бороться надо вместе. Так что давайте бороться вместе. И сделаем наше село чистым от этого борщевика, от этой гадости. Как-то вот так. До встречи на канале Гомер Рыбак.